Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю цыпочку на такую тему. Кто у вас на пороге? Кто спешит в вашу жизнь? Загадайте, пожалуйста, на себя, и пусть нужная и важная информация для вас, мои дорогие любимые, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ого! Так, какой тут интересный персонаж. Какой-то очень-очень скромный мужчина. Либо мужчина, который очень вас боится. Но считайте, что стоит у вас на пороге. Не знаю, тайный влюбленный, что ли, тайный поклонник. Либо какая-то, вот знаете, как неразделенная любовь. Человек боится, испытывает перед вами страх, в вашем присутствии робеет, в вашем присутствии краснеет, бледнеет, не знаю, там в крапинку идет. Некомфортно себя чувствует, да? Ему так страшно становится, у него там все внутри замирает. Мужчина, на которого вы не особо обращаете внимание, либо вы его считаете каким-то странным, но это так мягко говорю, да, конечно, по-другому о нем думаете, либо в принципе не думаете, да, потому что ни рыба, ни мясо, странно себя ведет, не контактный, не общительный, в общем, никакой, да, а может даже избегает, да, вашего присутствия, либо когда вы рядом, он прям пытается куда-то улизнуть. Но у кого-то отыграется, что замирает и все, в рыбку превращается, глазками блымкает, но ничего не говорит. Максимально странное поведение. Этот человек испытывает к вам очень серьезные чувства. И этот человек, даже если взрослые, да, люди, там, состоявшийся взрослый человек, там, переживший определенный возрастной рубеж, у него никогда такого не было. То есть никогда такого не было, чтобы он прям так сильно нервничал и переживал, когда видит женщину. И он понимает, как это выглядит со стороны. Он понимает, что вы уже как-то так, прям совсем на него внимания не обращаете. Либо вы даже, возможно, с кем-то другим там общались в его присутствии. И вот он решает идти, я так понимаю, ва-банк. Либо сама судьба его подталкивает, говорит, давай хоть что-то делай. И я вижу его на вашем пороге с гениальной идеей быть для вас как полезным, да? Этот мужчина будет предлагать вам любую помощь, любую. Может, он что-то знает про вас, может, он ничего не знает про вас. Но вот он придет и что-то вам будет предлагать, рассказывать, предлагать. И он сам себе так, знаете, наверное, настроит, что я же не признаюсь ей в любви, я ей предлагаю помощь. Либо какое-то участие, либо защиту, либо еще что-то. Что-то будет вам предлагать. У кого-то еще отыграется, что сначала как-то по телефону он попытается вам предложить. Допустим, это может быть СМС, а может быть и телефонный разговор, да, где он там представится, скажет, типа, мы там коллеги, либо мы там знакомы. У меня есть возможность, я знаю, что тебе нужна помощь, и хочу то и то для тебя сделать. Вы к этому всему, скорее всего, отнесетесь как просто помощь. Да? Человек предлагает помощь. А для этого мужчины это не помощь. Это прям первый шаг к тому, чтобы раскрыть свои чувства. На самом деле, я не знаю, я не буду утверждать, что он прям вам идеально подходит, потому что такое странное поведение, даже если при всех там его плюсах, это уже ненормально. Да? Человек в себе абсолютно не уверен. А даже если там он прикрывается этой любовью, что за любовь такая, да, когда тебя трясет, как осиновый листок в присутствии женщины, когда ты не можешь с ней, поздороваться, да, либо там парой слов переброситься. Это прям какая-то уже патология. А дальше что? Вам ждать, пока он там сможет расслабиться, либо когда он сможет побороть свои страхи. Максимально странный мужчина будет предлагать вам помощь. Кто предлагает помощь, тот ваш тайный поклонник, либо давно влюбленный в вас человек, который решил действовать именно так. Он и раньше, наверное, хотел это сделать, но опять же боялся, не мог решиться, у него там этот мандраж, ломка, что-то у него явно было. Давайте вообще посмотрим, нужен ли вам этот человек, стоит ли вам как-то поддерживать отношения с этим человеком.
Ну, как по мне, так это все очень странно. Ну, если боишься, бойся дальше. Да, зачем ты пытаешься действовать? А если уже начал действовать, то действуй как нормальный взрослый мужчина. Ну, покажи, что ты мужик, покажи, что ты заинтересован. Ну, как-то ж надо нормально ухаживать. Что это такое? Вы что, сами должны догадываться, да? Ой, так. Ну, 100% был семейный. Либо у него жена была такая, знаете, лиса еще та, которая прям разрушила ему жизнь. Либо у него мама такая, знаете, властная, которая мальчика все время подавляла с самого детства, и он просто начал бояться проявлять свои чувства, эмоции. Может, знаете, вот из таких холодных женщин, когда там мальчик пытается ее обнять, там, мамочка, она такая, ты же мужик, ты что за сопли, что за слюни, что за проявления, да, ну, такие тоже женщины, к сожалению, бывают. Ну, может быть, она одна его растила и хотела, чтобы он вырос настоящим мужиком, да. Есть и такие, которые в это верят, что мальчику нужно прям жесткость показывать, а типа любовь его только лишь слюнтяем сделает. Не знаю, девочки. Карта Сад говорит о том, что посмотри другого, поищи другого, да. Ну, нет, с ним точно намучаетесь. Вот эти его странные реакции, поведение. Ну, не знаю, как мышь будет действовать ночью, да, и тихо шуршать. Ну, как-то не очень, знаете, не впечатлил, если честно. Даже вот в песке непонятно, что. Ну, хорошо, поможешь, будешь предлагать. А дальше что? Просто когда он вас видит, он замирает. Все, у него там все застывает внутри, он пошевелиться боится, дышать боится. Ну, это ненормально. Да. Какой-то другой человек вам нужен. Смелый, яркий, дерзкий, активный, деятельный. Да, вот такой нужен. Вы сама очень светлая, очень активная. Что вы с ним будете сидеть, грустить, ждать, пока отойдет, да? Отомри, да? Ну, глупо, конечно. Нет, такой яркой женщине, как вы, нужен другой мужчина. Так, нет, все-таки нет, девочки. Ой, нет, проблемы, намучаетесь, оно вам к чему? Ну, зачем вам этого мужчину терпеть, да, с его этими страхами, непонятно чем. Он как башня, он закрытый, он вот это в своем прошлом еще варится, и одни проблемы только с ним могут быть. Поэтому однозначно, даже если будет предлагать вам помощь, и если можете обойтись без него, так ему и скажите, что спасибо, я сама, да. И тогда он поймет, что не стоит дальше вас беспокоить. Если вам прям конкретно нужна будет его помощь, знаете, что это будет не помощь, а какие-то страдания, да, потому что он будет странно реагировать, странно себя вести, особенно при личном контакте, да, будет там уходить в себя, притворяться мертвым, не знаю, что, типа я в домике, да, мне нужно перевести дыхание. В общем, какой-то, знаете, как насмешка. Какой-то мужчина тряпочный мне идет. Ну, может, он болен, да, может, действительно так его травмировало его прошлое, что он стал таким. Но, с другой стороны, если ты болеешь, лечись, правильно, вылечишься, придешь к женщине, будешь ее добиваться, как все нормальные мужчины. А вот это, как по мне, не ваше. Ну, вы сами решаете, да, вы сами решаете. Я вижу, что вы не такая. Я вижу, что вам нужен мужчина под стать вам. Вот, чтобы там и поразвлекаться, и деятельный, и активный, и чтобы прям вы им гордиться могли, да, чтобы сильный был. Вот. А таких вот хлюпиков вам точно не надо. Так, на пороге у вас еще новое знакомство показано. Новое знакомство, причем при таких обстоятельствах, не знаю, много людей, очень много людей. И очень много женщин будет почему-то показано. Ну, допустим, вот что я могу предположить. Вы пойдете на какой-нибудь девичник, либо пойдете с подружками в клуб, вот именно женской компании. Вот. И там, может, какой-то день, что очень много женщин будет. Не только вы с подружками, но и другие женщины со своими подружками. И вот какой-то вот мужчина мне идет, ну, достаточно такой импозантный. Мужчина, который в центре внимания женщин, но он выбирает вас, либо, скажем так, он стремится к вам.
И с одной стороны, это потешит ваше самолюбие, скажете, ага, среди всех выбрал меня. А с другой стороны, вас это тоже немножечко так, знаете, отпугнет, потому что вы скажете, ой, ну так женщины на него вешаются, да, зачем мне такой бабник нужен, что мне потом его охранять, ходить, там, либо что отбиваться от всех этих женщин, да, это еще та головная боль. Ну, как-то так, вы не очень на него среагируете, хотя мужчина импозантный, очень симпатичный, прям весь из себя. Кстати, в противовес вот этому первому, нескромный. Вот этот точно нескромный. Этот точно умеет с женщинами общаться. Ну и вот вы познакомитесь, и если захотите, можете поддерживать общение, там, на свидание сходить. Не захотите, не пойдете. Вот. Единственное, что, скажем так, подружки очень сильно могут приревновать. Да? Те женщины, которые будут с вами, они могут очень сильно приревновать. И как бы это ни стало камнем преткновения в вашей дружбе. Но опять же, если дружба настоящая, то никто никого ревновать не будет. А если так, знаете, за глаза, то это прям звоночек очень серьезный. Да? Сделайте выводы по поводу ваших подружек, которые там, при первом случае начинают вас ревновать. Еще ничего нету, вы просто познакомились, а они уже ревнуют, уже начинают какие-то, знаете, эти камни в вас бросать. Ну, некрасивое поведение. Давайте посмотрим на этого импозантного мужчину. Что тут с ним? Ох, рыбы. О, рыбы, это хорошо. Вы видите, что... Девочки, а что тут такое? А? Что нас тут ждет? Слушайте, ну карты прям на подбор. Как вам? А? Как вам? И рыбы, и крест, и кольцо, и сердце. А мужчина, что надо, идет. С таким мужчиной и под венец, и счастливой будете. Да еще и мужчина, который не только любить будет, но и обеспечивать. Слушайте, ну хорошие карты, вы присмотритесь. Присмотритесь обязательно. Ну и что за ним женщины бегают? Он же не козел на веревочке, чтобы его уводили. Да? Он взрослый человек, он будет выбирать. И вы можете выбирать, и он может выбирать. Вот. Тут прям сама судьба. Сама судьба. Карта очень замечательная. Давайте еще по другому вопросу зададим. Посмотрим с другой, так сказать, стороны. А вот все равно рыбы. А вот все равно, понимаете? Ну, тут, наверное, общение больше как в интернете будет, там, либо телефон. Может, вам кого-то напомнит такого, знаете, яркого, дерзкого, да, и вы скажете, ой, не хочу. Хочу, чтобы такие мужчины в прошлом остались. Но на самом деле вы не правы. Тот мужчина, с кем вы вот импозантный познакомитесь, он очень такой, даже для семьи создан. И любить умеет, и счастливы вы с ним будете, и даже прошлое свое забудете. Перепишите будущее. Слушайте, ну вот посылает вам судьба красивого мужчину, импозантного, интересного, активного, дерзкого. Вот как надо посылает судьба. Но все от вас, конечно же, будет зависеть. Ну что, знакомьтесь, общайтесь, поддерживайте связь. По первому знакомству тоже очень сложно делать выводы. Да? Сходите на свидание, пообщайтесь больше, узнайте человека лучше. Потом уже поймете, ваше, не ваше, стоит, не стоит. А что дома сидеть? Что это за жизнь такая? Дом, работа, и дети, либо там родители. Разнообразьте свою жизнь. Вот по первому мужчине 100% нет. А вот второй мужчина, вы сами видели, очень классные карты вышли. И мужчина такой интересный. Вот все женщины за ним бегают. Ну, женщины что, не глупые создания, да? За всякими этими ботанами бегать точно не будут. А за перспективным, красивым, интересным мужчиной, конечно же, будут бегать. Может, вот, кстати, в женском коллективе работаете, да, и придет к вам какой-нибудь там, не знаю, клиент, заказчик, либо новый коллега, мужчина. И все женщины раз и включатся в эту гонку, а он вас выберет и скажет, что хочет общаться с вами, там, узнать вас больше, лучше. Не стесняйтесь этого, не стесняйтесь. От счастья своего не отказывайтесь. Это грех от счастья отказываться. Ну, очень мне нравится, очень. Еще девятка между вами. Будете друг друга учить, воспитывать. Да, вы его, он вас.
Может, он проработает какие-то ваши комплексы, а вы его прилично жить научите. Почему бы и нет? Все взаимно, все честно, все справедливо. Хороший мужчина идет, красивый, яркий. Может, он прям не писанный красавец, но он настолько харизматичный, настолько яркий, что вот прям картинка в целом, она прям с ног сшибает. И я так понимаю, что вот слабенькие женщины, они прям поплывут. А вы женщина сильная, вы женщина стойкая. А вы как раз-таки вот в недотрогу будете с ним играть. Ну, может, и не будете играть, да, просто это ваше амплуа. Вы умеете от себя мужчину отшивать, кстати. Знакомиться с мужчинами не умеете, а отшивать мужчин умеете. Ну, в принципе, да, красивая женщина не обязана знакомиться с мужчинами, да, они должны искать ее внимание. Да, девочки, вот такая интересная картина. Очень даже интересная. Второй мужчина однозначно мне нравится. Он еще и корону на голове несет. Корона небольшая, ее не сразу видно, но она есть. Может быть, речь идет о том, что он какой-то непростой, может, должность занимает, либо у него перспектив много. Может, у него какая-то ответственность серьезная есть. Может быть, у него награды есть в конце-то концов. Но опять же, с первой встречи, с первого знакомства очень сложно это понять. Да? Нужно человека узнать как-то больше, лучше. Ну, не стесняйтесь, знакомьтесь, не обращайте ни на кого внимания. И дайте шанс этому мужчине. Карты говорят, мужик, что надо брать. Ну, по крайней мере, надо дать шанс, девочки. Брать, может, и не надо сразу его к себе под крылышко, но шанс дать надо. Общайтесь, узнавайте. Пусть мужчина раскрывается. И вам будет интересно, и ему будет интересно. По девятке это новый опыт, это новые знания, это новое видение. Причем взаимное, да, между вами девятка. Что вы мужчину научите, что мужчина вас научит. Так что, как по мне, так это судьбоносное знакомство. И, возможно, это, да, тот самый. Потому что вы видели и рыбы, и крест, и кольцо, и сердце. И эти карты прям четко указывают на то, что с мужчиной с этим могут быть очень счастливые и долгие отношения брачного характера. Взаимная любовь, брак по любви. Причем брак достаточно такой, знаете, хороший и в плане отношений, и в плане материального достатка. И между вами крест, это же судьба, понимаете? Да, по судьбе может быть много разных людей, но не всех мы принимаем, не со всеми у нас получается, но вы друг другу подходите на самом деле. И за одну встречу, за одно знакомство это сложно понять, да? Нужно как минимум там сходить на пару свиданий, либо несколько дней пообщаться и друг друга узнать. Так что насчет этого мужчины дайте шанс, а на женщин не смотрите. Они вам не соперницы, они вам не конкурентки. Тем более, я еще раз говорю, мужчина может выбирать, и он выбирает именно вас. На них он внимания не обращает, либо с ними он себя ведет достаточно, скажем так, прохладно, да, но в рамках. То есть в рамках хорошо воспитанного человека. А к вам он прям тянется и тянется, ну, всем сердцем, и не только. И телом тянется, и головой, мозгом тянется. То есть там все у него на лице будет написано. Ну, поживем, конечно, увидим, но прогноз очень хороший. По крайней мере, скучно вам, девочки, с ним не будет. Мои дорогие, на этом все. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.